Дорогие отцы, братья, от всего сердца поздравляю вас принять на святых Господних праздниках. Мы сегодня причастились тела и крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Во Христа креститесь, во Христа облекостесь, в смирении, в кротости, в любви, не злобе. Православная наша, это единая Русь, под угрозой, великой угрозой, и отойти от Христа и стать на сторону сатаны и сатанизма, и всякого управлять, они хотят управлять волей человека. Мы, православные христиане, должны быть верны Христу. Господь Иисус Христос сказал: «Будьте верны мне до смерти, и дам тебе венец жизни». Мы должны умереть за Христа. И мы должны идти против глобализации, экуменизма, сатанизма. Потому что это все два рога или две лапы антихриста. И через глобализацию люди улавливают сатанизм. И через экуменизм разрушают православие. Но мы остаемся верны Христу. И церковь не разрушит никогда. Господь сказал: «Я создал церковь, и врата ада не одолеют». Мы живем уже 2000 православие, и все время было гонимо, постоянно были искушения, гонения, и выдержала все испытания, и это испытание, и это искушение перетерпим с Божьей помощью. Бог даст России православного царя, даст победу славную, и будет расцвет православие, и законность утверждена. Мы должны себя укрепиться во Христе, во Христа креститесь, во Христа облекосись, облечься во Христе, значит, смиренными, кротким, как Он заповедует. Он говорит: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обращайте покой душам вашим. Иго мое благо, и премия моя легко есть». Россия должна стать твердо на пути православия, по полному разрушению своим. Бог не даст этого разрушения, и даст царя и разрушит силы бесовские, хасиды жидомасонские силы. И даст православие, утвердит православие во многих странах. И объединится Россия, вольется в большое море православных стран и славянских народов православных. Итак, дорогие, храним веру православную, ни в чем не совершайте. Наипаче же облекитесь во Христа и в смирение, кротость, любовь, незлобие, терпение. И прощайте обиды всем, кто вас обижает, кто вас хулит, кто на вас наговаривает. Вот, молитесь за обижающих, благотворите желающих вам зла. Главное, надо быть верным Иисусу Христу, вот, и исполнять Его святые заповеди. Постоянно читайте книгу жизни Евангелия, потому что Евангелие, она вас просвещает к свету разума и к духовной жизни. Иисусова молитва Иисусова, она очищает человека от страстей, от страстной жизни и ведет, и соединяет с собой в Духе Святом. Итак, дорогие отцы, непрестанно молитесь, о всем благодарите, всегда молитесь, всегда благодарите за все Бога и самоукоряйтесь. И Бог и любви, и милости не оставит вас. Аминь. Верите во Христа, креститесь во Христа, облекостесь
Еліті во Христа крестістеся, во Христа Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! И во